ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Недавно в Москве в выставочном центре Крокус Экспо прошел форум CS-ТВ. Это одно из главных профессиональных медийных событий года. Оно затрагивает все актуальные форматы и направления телевизионных и телекоммуникационных технологий. Участвуют более 500 ключевых зарубежных и российских компаний, свыше 25 тысяч посетителей. Мультисервисная сеть ГСП принимает в форуме участие с 1998 года. Центр выставки этой конференции является, конечно, круглый стол. Это в огромном холле, собираются все кабельные операторы, спутниковые операторы, и сидят агрегаторы за столом, за круглым столом, где каждая отрасль докладывает о своих сегодняшних успехах, о своем развитии. Сегодня идет активное внедрение цифрового телевидения в противовес аналоговому вещанию. Увеличению каналов HD в стране в скором времени поспособствует запуск нового спутника. Цифровые датчики уже готовы, и первый мультиплекс уже запущен. В него входят каналы, ведущие государственную информационную политику. На юге нашей республики проводятся установочные работы для запуска эфирного цифрового ТВ. И, возможно, оно будет запущено уже в течение 2014 года. За круглым столом была обозначена важность работы с местными кабельными операторами, ведь они могут предоставить огромный объем услуг и помочь вывести связь на новый уровень. Есть огромный потенциал, огромнейший потенциал у кабельного телевидения. Ведь кроме того, смотрите, сегодня аналоговый передатчик, занимая частоту, потребляет кучу электроэнергии и всего лишь передает один канал. Цифровой передатчик потребляет в 4 раза меньше энергии и при этом распространяет 8 каналов и еще плюс 3 радио. Экономическая эффективность огромная. Вот. И информатизация населения тоже, соответственно, огромная. 1 канал и 8 каналов. Вот. Но и при этом стали понимать, что а что делать с местными региональными вещаниями. Вот сегодня за региональное вещание бьется канал Юрган, чтобы войти в состав второго мультиплекса. И это не факт, что он войдет в состав второго мультиплекса. Он может войти в состав третьего. Как они будут договариваться. А уж говорить об административных, местных административных новостях здесь не приходится. То есть все местные муниципалитеты будут обращены взоры только к кабельным операторам, чтобы они могли доставлять какую-то информацию для населения. До полного перехода на цифровое вещание аналоговый сигнал будет поддерживаться как минимум до 2018 года. Но уже сегодня около 90% ухтинцев принимают цифровое вещание. Кабельная сеть может передавать около 360 каналов в стандарте HD и порядка 80 каналов сверхвысокой четкости. ГСП транслирует 20 HD-каналов, потому как большее количество для абонентов будет финансово очень затратно. Тем не менее, кабельная сеть ГСП стремится идти в ногу с развитием технологий, и в скором времени городские новости ГСП онлайн будут транслироваться в новом формате. Мы хотим пойти на новый уровень, замахнуться и, не побоюсь этого слова, сказать, что первыми в республике Коми, может быть, кто-то и обгонит, не знаю, замахнуться на трансляцию в HD формате. Да, будут сложности технического характера, но зато мы будем первые, я так думаю. Участие в таких крупных конференциях, как CS-ТВ, нужно для достижения самой главной цели – обеспечить ухтинцев качественным телевещанием, а также следить за техническим развитием и внедрять новинки уже сегодня.